эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», где с огромным удовольствием я, журналист Дмитрий Аргунов, от имени, надеюсь, большинства нашего населения, задаю разные вопросы очень интересным гостям. Программе вот уже почти 10 лет, и еще раз говорю, все это время я занимаюсь этим делом с огромным удовольствием. Сегодня у нас особый гость, гость, что называется, по случаю. Дело в том, что почти месяц, начиная с 8 июля, заканчивая первой декадой августа, в городе Владивостоке, в столице Приморья, прошли очередные игры «Дети Азии». Исполнительный директор... Президент сегодня Международного комитета. Президент Международного комитета. Так и потягаться с Бахом можно скоро будет, да? Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Давайте немножко, еще раз говорю, жители города, жители Якутии, да и не только, надеюсь, но мы же в аспекте сегодня населения республики говорим, на самом деле очень позитивно воспринимают игры, которым уже... Второй век пошел, то есть они начались-то в конце прошлого века, получается, в 96-м году, да? А так уже скоро и с олимпийским движением, еще раз говорю. То есть Бах, Максимов, олимпийское движение и «Дети Азии», также международное движение получается. Давайте вот мы оценим уровень, скажем, подготовки спортсменов вот по первым играм, да, и сейчас. Кажется, что с учетом вот тех моментов, когда в фигуристах у нас почти дети выступают в олимпийском, да, движении, у нас детские игры «Дети Азии», они приближаются вплотную к своему старшему собрату. Так? Ну, в любом случае, когда игры зарождались только, потом уже в стадии становления их, все-таки все равно преследовалась в первую очередь цель приблизить уровень соревнований к континентальным, по крайней мере континентальным. Вот. На сегодняшний день надо сказать, что тот уровень подготовленности спортсменов, уровень соревнований, самих состязаний, он достаточно вырос, если брать, как бы не в укор предыдущим играм, да, особенно первым, потому что первый это всегда, конечно, 96-й год, это и время такое было, что некоторым и не до игр было, допустим, да, но сегодня участвуют, скажем так, первые номера, если говорить об иностранных государствах, то первые номера страны, допустим, соответственно, от регионов, федеральных округов Российской Федерации, это, конечно же, первые номера именно той команды. И отбор на 7-е игры, как и на 6-е игры, в Российской Федерации, в федеральных округах проводился по итогам окружных соревнований. То есть это были победители первенства федеральных округов, среди участников были действующие победители первенств России. То есть тоже можно сказать, что первые номера России. Художественная гимнастика, допустим, уровень был, я думаю, что если не самый высокий, то один из за все время проведения игр, потому что и по индивидуальной программе девочка, которая выиграла практически все, она действующая победительница первенства России. Но художественная гимнастика это также практически, как и фигурное катание, очень такой молодой, скажем так, возрастной категории вид спорта. Вот. То же самое и из Узбекистана, Кыргызстана, Армении приехали первые номера своего возраста. Вот, соревнования по боксу, борьбе и так далее, всех перечислять, то уровень соревнований очень высокий, это отметили все. Вот. И надо сказать, что зрелищность соревнований была, наверное, наивысочайшая, потому что и даже анализ по тому, как смотрели игры, только на одном интернет-ресурсе, на канале YouTube, допустим, именно оргкомитета, который Владивосток 2022, ниже 5000 просмотров онлайн не было ни по одному соревнованию.
То есть это надо взять, что там параллельно шли еще 4 вида спорта, и, соответственно, ну, цифры неплохие для детского спорта. И я всегда подчеркиваю, что детский спорт на сегодняшний день незаслуженно обделен вниманием как бы зрителей, рекламодателей в том числе, потому что все сегодня зациклено на коммерческую основу, там, профессиональный спорт и так далее. И, ну, не знаю, меня, наверное, никто не переубедит, что главный враг развития спорта, физической культуры — это профессиональный спорт, потому что он убивает именно интерес любительского спорта. Вот. А детский спорт, он, ну, даже те же юношеские Олимпийские игры, они, Международный Олимпийский комитет испытывает большие трудности в продаже, допустим, прав телевизионной трансляции, потому что никто не хочет брать, потому что считается, что детский спорт, он неинтересен. Если посмотреть даже по телевизору, допустим, детский спорт, он намного эмоциональней, намного красочней. Непосредственнее. Он непосредственный. Это Правдивее. самое верное слово, наверное, да, правдивей, потому что здесь неподдельные эмоции, настрой детей. Вот. Дети не боятся рисковать. Даже та же борьба, каскад приемов, бокс тот же самый, там, атаки, и эмоции, под конец там, боя, допустим, вырвать победу и так далее. Это вот все присуще, это вот спорт в самом настоящем его как бы выражении, вот, по тем принципам, правилам, философии того или иного вида спорта, она вот в детском спорте она проглядывается. Поэтому было очень радостно смотреть на то, как ребята готовятся, как они выступают, их эмоции после забега, там, схватки, вот, партии. То есть они неподдельные, и горечь там, поражения, и радость победы. Это, ну, говорит о том, что все стремились к этому. И в то же время надо сказать, что я уже отмечал, что все соскучились. Все соскучились по соревнованиям, по комплексным соревнованиям, особенно у нас в стране. Вот, и организаторы, и спортсмены, тренеры там, и так далее. И самое главное, конечно, вот, ну, дети, они, видно было, что это был для них праздник. И вот одна из главных целей игр, я много где говорил, что это не только спорт, игры «Дети Азии» — это не только спорт, это в большей степени это про дружбу, про взаимоотношения. И вся программа, все те сервисы, которые готовятся, они нацелены в том числе, и, наверное, может быть, даже в первую очередь на это, чтобы создать условия для того, чтобы дети общались, дети знакомились, дети видели друг друга. И игры, они, ну, многие отмечали, те, кто раньше участвовал в играх, потом достигли результатов, что вот игры зародили в них именно ту искорку уверенности, которую они потом дальше показывали. Владимир, ну, может, вы помните, может, нет, но не кажется ли, что атмосфера игр во многом напоминает вот фестивали молодежи? Помните, вот раньше была такая практика, Международный фестиваль молодежи, Московский фестиваль молодежи, который в 50-х годах был. Это был, ну, прорыв буквально закрытого до тех пор советского народа в международное пространство. Да? Фестиваль Гавани я очень хорошо помню. Другие были. Ну, наверное, все-таки вот детское общение, детская дружба, какие-то мероприятия совместные и так далее, все это накладывается очень, да? Но накладывается? Ну, накладывается, но в большей степени для обывателя, для зрителя, у них в первую очередь, конечно, это спортивные состязания. Все то, про что я говорил, это, конечно, идет в рамках и внутри деревни спортсменов. Вот, а то, что ребята общаются, ну, в большей степени здесь цель дать такую максимально приближенную к олимпийским играм репетиция, чтобы они почувствовали, что это такое, чтобы они захотели в последующем участвовать в таких же мероприятиях комплексных и в первую очередь принять участие в Олимпиаде, не принять только, а занять призовые места. Вот, потому что, ну,
много есть моментов, когда все-таки я сам уверен, что Олимпийские игры это все-таки совершенно это другая планета для спортсменов, именно в психологическом плане. В первую очередь в психологическом плане, потому что много есть примеров, когда у людей так называемая неолимпийская судьба. Они выигрывают все и вся, а на Олимпиаде даже на пьедестал не попадают. Вот. И чтобы вот это вот преодолеть, чтобы ребята поняли и, с другой стороны, они загорелись идеей, допустим, дальше заниматься, для того, чтобы достичь вот того пика спортсмена в любительском спорте. Вот. Для этого как бы и создаются вот такие вот условия, и для того, чтобы они, конечно же, общались в первую очередь тоже. В программе зимних игр, которые вот предстоят в следующем году на Кузбассе, фигурное катание есть? Есть. Есть, да? То есть у нас уже и в зимних, и в летних играх, скажем, большой спорт, где представлены участники возрастной категории. Например, художественная гимнастика, вы же сами сказали, что это практически действующие спортсмены. Да? В фигурном катании, ну, судя по выступлениям наших спортсменов, тоже получится такая же картина. Вот этот процент совмещения большого спорта и детского спорта, он на текущий момент примерно какой процент? По вашей оценке? Я не думаю, что это в большей степени, конечно, здесь про фигурное катание можно сказать, потому что художественная гимнастика, вот Международной Федерации художественной гимнастики, ну вообще гимнастики, у них очень четко обновляются правила, и с каждым обновлением у них юношеский возраст определяется. Если 22 год, допустим, это дети, допустим, там 14-15 лет, допустим, но 16 лет это уже взрослые, ну то есть по правилам федерации. Вот, соответственно, ну, есть моменты, где как бы, ну, не каждая там, гимнастка доходит или там, потом уже на взрослом уровне достигает чего-то. Фигурное катание, да, совершенно другая история, потому что у нас возраст 13-16 лет. Это возраст уже действующих, так скажем, которые могут участвовать и в Олимпийских играх спортсменок, да, хоть и сейчас как бы повысили возраст до 17, допустим. Я не думаю, что там что-то изменится, если допустят российских спортсменов в дальнейшем участвовать. Вот. Но надо сказать, что по уровню соревнований на Сахалине фигурное катание было одной из самых высоких. Допустим, девочка, которая выиграла соревнования по фигурному катанию, кореянка Ю Янг, она в последующем, на следующий год в Лозанне выиграла юношеские Олимпийские игры. А в Пекине она вошла в 6 лучших. Также как бы и соревновалась она и в этапах Кубка мира и так далее. То же самое и по мальчикам, допустим. Данил Самсонов, он стал 3-м в Лозанне, дальше он выступал и в молодежный Кубок мира, на этапы выигрывал. То есть уровень очень высокий. А в этом году, в следующем году, я думаю, он будет еще выше. Вот, за счет, как вы сказали, в том числе и представители от Российской Федерации, от регионов. Вот, в том числе у нас Москва принимает участие. Вот, ну, процентов, если брать, ну, это пока только процентов, ну, 20 максимум. 15-20? Да. Владимир, смотрите, за всю историю движения «Дети Азии», вот вы упомянули олимпиоников, которые, ну, зарубежных стран. Да? Давайте не будем углубляться, наверное, их количество огромное. Да. Потому что, судя по тем отзывам делегаций, с которыми мне пришлось за свою деятельность сталкиваться, они изначально очень высоко оценивали, как, еще раз говорю, как предолимпийский трамплин своих спортсменов. Да? А из российских олимпиоников, которые громко зазвучали, вот участников «Дети Азии», давайте навскидку. Ну, навскидку... Ну, наверное, если брать самое свежее, это героиня Токио Виталина Бацарашкина, двукратная олимпийская чемпионка по пистолету. Она чемпионка игр 2012 года. Девочка из Омска, представляла Сибирский федеральный округ. Лилия Хаимова, которая зажигала чашу огня на открытии игр во Владивостоке. Она чемпионка игр «Дети Азии» 2008 года. А олимпийская чемпионка вот в команде в прошлом году в Токио, где наши спортивные гимнасты, они заняли, ну, взяли золото. Вот. Ну и плюс она еще уроженка Владивостока. Вот. То еще Арсен Галустян, первый в истории современной России олимпийский чемпион по дзюдо, Лондон 2012 года, он призер игр 2004 года.
Ну, таких я могу представлять очень много. Там Вера Бирюкова, она флаг несла во время открытия игр. Чемпионка Рио. На играх она здесь, кстати, даже в призы не попала в 2012 году. Вот. Ну, таких очень много, если брать из российских. Поэтому сегодня тоже большие ставки, в том числе от регионов, команд, которые от Российской Федерации выставляются. Ну, это реально как бы как просмотр спортивного резерва. Поэтому и сама суть вот по открытию игр во Владивостоке, когда выносили флаг игр, с 2018 года Международным комитетом было утверждено правило о том, что если раньше у нас на открытии выносили флаг, как бы собирали там из участников, да, побольше как бы разных форм, чтобы было, да, цвета кожи и так далее, то сейчас у нас прописаны правила, утверждены они, что к флагу, к полотнищу флага имеют право прикасаться только призеры и победители игр «Дети Азии». Соответственно, на открытии игр, вот с Сахалина начиная, мы вот такую практику ввели. И во Владивостоке вы видели, что на открытии вот флаг игр несли Вера Бирюкова, которую я упомянул, там Дарья Дмитриева, серебряный призер Лондона, там Георгий Балакшин, Леонид Спиридонов, наш, Антон Чубков, действующий рекордсмен мира по плаванию, чемпион игр 2012 года. Вот, поэтому и Софья Надыршина, кстати, это тоже одна из ласточек зимних видов спорта. Она на Сахалине заняла первое место и после этого стала пятикратной чемпионкой мира по молодежи и чемпионкой мира среди взрослых. Кстати, первой из России. Поэтому, ну, выступала в Пекине она с температурой, поэтому немножко не дотянула, там, в четвертьфинале, что ли, проиграла. Но вот как бы на нее такие нацеливаем. И даже, кстати, с ней разговаривая, она говорит, да, говорит, в Кемерово мой брат младший, говорит, готовится как раз участвовать тоже по сноуборду. Поэтому здесь очень таких много фамилий. Учитывая все вот эти дела, да, все-таки, Владимир, ваша оценка того, что произошло с Улан-Батором? У нас некая чехарда началась, скажем так, именно с момента, когда Монголия сошла буквально на финальной дистанции на нет. Да? Ну, на самом Ваша деле, оценка? да, оценка, она, ну, конечно, она, кроме отрицательной никакой не может быть. И я уже давал, ну, не один комментарий в то время, когда этот момент шел. Здесь, надо сказать, плохой опыт, он тоже опыт. И рано или поздно то есть мы, это Международный комитет, столкнулись бы с таким моментом, но хорошо, что раньше, чем поздно, да, потом, да, допустим, сошлись. Сейчас мы поменяли там моменты во взаимоотношениях с оргкомитетом, в переговорах, там, в оформлении документов и так далее. А на самом деле здесь, ну, не было бы этой ситуации, не было бы, наверное, игр во Владивостоке. Вот. В Улан-Баторе, ну да, как бы игры прошли бы. Прошли бы они на высоком уровне. Ну, по тем мечтам и планам, которые были, в принципе, они должны были быть, наверное, ну, повыше, да, по уровню. С точки зрения готовности объектов и так далее, там, ну, не сказать, что там прям есть объекты, но их на самом деле не так достаточно было. И подготовка шла, и один из моментов, почему мы отозвали право на проведение, это вот несоблюдение требований концепции и данных гарантий. То есть, ну, чтобы понимать, вот проведение игр в том же Владивостоке или проведение игр в Кузбассе и в последующих каких-то городах, где будут, это не так, что вот ребят договорились, руки пожали, вот вам игры, пожалуйста, там, занимайтесь, вот было бы хорошо, чтобы было бы вот так. Это не так, для этого как бы Международный комитет и создавался. Игры проводятся в соответствии с концепцией игр. Это такая, ну, скажем так, некая олимпийская хартия, основополагающий документ, где прописаны, ну, такие самые, скажем так, моменты, которые должен соблюсти оргкомитет. Там прописано, как
как город заявляется на проведение игр, что он должен гарантировать, что он должен сделать для того, чтобы получить эти игры. Соответственно, после получения, что они должны обеспечить, за чей счет это проходит, как оно проходит, в каких правилах. Если каждая территория, она подписывает соглашение с кем, ну, то есть мы подписываем соглашение и, соответственно, потом уже подписывается операционный контракт. В операционном контракте идет прям пошаговое объяснение, что как должно быть и что обязан, даже не должен, а обязан сделать оргкомитет для проведения игр. Это все делается для того, чтобы игры прошли именно в правилах тех, какие устоялись уже, во-первых, да, в играх, потому что есть моменты, которые у нас еще там с 96-го года, как вот было принято, там, или в 2004 году, мы как бы, ну, стараемся их не менять, допустим. Мы понимаем, если мы вот сделаем так, вот будет намного лучше, допустим, да, но все-таки традиции есть традиции, соответственно, республика для этого и зарождала, и вот, ну, это одна из основных целей Международного комитета, это вот именно соблюдение проведения игр в тех правилах, которые были установлены. Ряд правил, гарантий данных, и у нас там по подписанию операционного договора, по таким очень моментам важным Монголии, к сожалению, были не соблюдены. Соответственно, было принято решение о том, чтобы отозвать право проведения у Монголии. Вот. Ну, понятно, что, как бы, так сказать, в плане политическом и всецелом здесь, ну, в кавычках, можно сказать, пришла на помощь пандемии. Соответственно, было принято решение перенести игры. То есть велись разговоры и были города-кандидаты, чтобы провести игры все-таки в 2020 году. Вот. Но потом из-за пандемии у нас вот было принято решение перенести на неопределенный срок. С конца 2020 года как бы начали прорабатывать вопрос, чтобы уже, ну, вернее всего и надежнее всего будет провести в России, в одном из городов России. Ну, что как бы на сегодняшний день не показало. Короткий срок был, там буквально 8 месяцев, соответственно. Скажу честно, Владивосток не был готов на тот момент, когда принимали решение. Ну, имеется в виду вот, посмотреть ту же спортивную инфраструктуру. К тому времени вот так вот, как у нас, допустим, взять там недельку на покраску какую-то спортзал или в Казани там завтра же провести, допустим, такой готовности не было. Вот, но все гарантии, которые были даны оргкомитетом и в первую очередь губернатором, они были соблюдены. Ну, практически все и максимально в короткие сроки были, ну, созданы те условия, которые были. Я считаю, что они были для этого периода подготовки, они были организованы максимально комфортно. Вот. Вопросы были там по другим направлениям. Вот, ну, поэтому то, что было с Монголией, оно было, в принципе. Все это история. Это все история. Мы даже о ней не вспоминаем. Сегодня там новый министр спорта, он прилетал во Владивосток, мы с ним разговаривали в очень хороших, давних дружеских отношениях. Поэтому вполне вероятно, что в следующем году одно из мероприятий Международного комитета пройдет в Улан-Баторе. Хорошо. Смотрите, вот жители Якутии, они, ну, хорошо, что в принципе во Владивостоке. Это ведь игры с момента зарождения служат катализатором развития не только спортивной инфраструктуры, это развитие и в целом и услуг гостеприимства, и услуг общепита. Подтягивается до высочайшего уровня вся инфраструктура, которая задействована, гражданская. Да. Да? То есть это и общепит, это и транспорт, это и какие-то дороги, городская инфраструктура. Все это хорошо, что, скажем так, послужило катализатором развития в этом плане еще одного региона России. Так же, как и Кузбассу предстоит, скажем, сдача экзамена на готовность. Да? Хорошо, двигаемся дальше. У нас февраль-март следующего года – это Кузбасс. Да. Или давайте останемся на Владивостоке. Владивосток. Как Владивосток, по вашей оценке, сдал экзамен? Вот пресса у нас любит же, скажем так,
гиперболизировать все, да, то есть кто-то пишет там о полном провале, кто-то пишет о неудобствах размещения, кто-то пишет о слабом выступлении родной команды игр, то есть и команды Республики Саха-Якутия. Давайте вот эти три момента. Готовность, вернее, организация игр во Владивостоке и выступление команды Республики Саха-Якутия. Мгм. Ну, скажем так, на 4 с плюсом, я думаю, сдали. Именно в тех условиях, которые были. Надо сказать, что, во-первых, Приморский край — это не Сахалин с профицитным бюджетом, допустим, да, или какой-то еще один субъект. Соответственно, спортивная инфраструктура, как я уже сказал, на тот момент она, ну, скажем так, можно было бы лучше, конечно, да. Вот, но на сегодняшний день, и я так считаю, что главное наследие игр, оно останется в Приморье. Это в виде обновленных спортивных объектов. Где-то они полностью реконструированы. Вот, с обновленным инвентарем, оборудованием, которого не было в каких-то видах спорта никогда вообще в Приморском крае. Ну и, конечно же, как вы сказали, что это вот именно вклад в человеческий капитал, как бы, да, именно в организацию вот сервисов тех, которые по тем стандартам, которые должны быть. Вот, и это у нас в том числе прописано там требования в минимальных требованиях, да. Есть еще такой документ, как бы, где там Расширенный райдер, да? ну, он более детальный. Мгм. То есть, если там брать, допустим, там, питание должно быть вот с такими-то, такими-то моментами, такими-то колоражем там, и так далее, особенностями. Там, если там, награждение, там, вот этот человек должен стоять здесь, тот должен ходить туда. То есть это вот все моменты, они прописаны. И, конечно, это все дорабатывается с каждым разом. И по итогам Владивостока мы тоже туда много моментов внесли, потому что первый раз все-таки за пределами и готовила команда. Как бы, там. Но самое главное, наверное, надо отметить, что Владивосток до сегодняшнего момента не проводила, не имела опыт проведения мультиспортивных комплексных мероприятий. То есть проводились чемпионаты там, по отдельным видам спорта, но именно международных соревнований, там, где единовременно там, порядка 1500 спортсменов, да, 19 видов спорта, там, 7-9 объектов соревновательных. То есть вот такого никогда не было. Вот, соответственно, да, здесь все службы, они как раз-таки и отрабатывались, прорабатывали. Многим там до конца было непонятно, как это, ну, почему нужно так делать, а не так, допустим, да. И это все вот разъяснялось. Надо здесь отдать должное вот оргкомитету и дирекции, которая была создана, вот, которая тоже было такое становление у нее. Вот. Поэтому здесь, в принципе, еще раз отмечу, что игры состоялись. Самый главный для нас показатель — это отзывы детей, потому что дети лукавить не будут, у них нет политкорректности пока, ну не у всех, по крайней мере, она там проявляется, да, допустим. Поэтому, когда разговариваешь и видишь улыбки, понятно, даже не у тех, кто там с медалями, да, но все как бы, ну, довольны. И единственное, конечно, и это было изначально было понятно, что будет проблема с транспортной логистикой внутренней, потому что все-таки удаление океана, деревни спортсменов, плюс это был первый опыт, все нужно попробовать в жизни, да, первый опыт, когда у нас, допустим, тренеры проживали отдельно от спортсменов. Соответственно, вот это самая большая была проблема. И первые дни ну, это была прогнозируемая проблема. Другой момент, что там в каких-то моментах оргкомитет немножко, ну, не прислушался и не доработал, но потом это как бы с колес все исправлялось. А то, что касается журналистов, ну, не знаю, на сегодняшний день пока ни одного журналиста не слышал, что ему не понравилось размещение. Наоборот, только вот жили они в ДУФУ, в принципе, я не знаю, там вообще жители в гостинице, в большей степени все в гостинице проживали.
Вот. По транспортировке, да, с Русского острова нужно было добраться до Владивостока. Это вот, ну, я думаю, что... Ну, логистика Ну, это логистика, да. Это сам город, он растянут, вот это именно по размещению это было, да. Мы привыкли, да, здесь, что у нас все компактно, там пешочком прошелся, и ты в любой точке города, допустим. А там нет. Вот поэтому в этой части, да, я думаю, что... А так, в основном, с кем не разговаривал, в принципе, хороший, ну, позитивный момент. И именно в части вот проведения соревнований, да, там, освещения для там, доступа журналистов вот, на те или иные мероприятия, в этой части я пока слышал. По выступлению команды, родной команды республики. Ну, конечно, мы все переживали за выступление. И там на третий день, что ли, когда золото пришло там в беге с барьерами, да, вот. Ну, я не знаю, здесь я не привык комментировать и Выступление? не то, что выступление, а работу там коллег, допустим, в их отсутствие, да. Но здесь надо сказать, что тренеры-то со своей стороны, они делают все максимально, что от них требуется, и делают, ну, довольно-таки в тех моментах, условиях, там, которые созданы, они показывают максимум, допустим. Та же девочка, которая выиграла в боксе, вот, она из сельской местности, допустим. Тренер ее — это мой однокурсник, допустим. Да, поэтому я знаю, в каких условиях он тренирует, мы с ним там общаемся, разговариваем. Вот, я очень был рад, когда там, девочка его выиграла. Причем это, кстати, третьи игры, где у него воспитанники выигрывают подряд. Вот. Поэтому здесь в большей степени, я думаю, вопрос, касаемый с тем, с чем столкнулись все, это пандемия. Другой вопрос, как мы вышли и как мы подошли к этому моменту. Я во время пандемии даже говорил, что и вашему телеканалу тоже, что как бы на самом деле там был момент, когда можно было решить или нужно было решить вопрос вот именно с тренировками сборных команд и в том числе и детей спортивного резерва. Потому что это был момент, когда можно было где-то догнать, а где-то перегнать своих сверстников. А здесь видно, что была и функциональная выносливость, подготовленность, и физическая подготовленность в той же борьбе, допустим. Там физически проигрывали спортсменам там, из Туркменистана, из Узбекистана. Если даже вот вернуться опять-таки к предыдущим играм, ну, не хочу ничего плохого сказать, что там тоже люди на месте не стоят, но раньше их не замечали, как бы, да, наши борцы. Но вот физически очень уступали. Это было видно. Давайте обойдем так, ну не то что обтекаемо, да, а были объективные причины, скажем, на то или иное положение вещей. Да. Но я думаю, что республика заложила определенные, скажем так, будучи родоначальницей игр. Как, кстати, представители других регионов относятся к тому, что национальные виды спорта представлены? Не бойкотируют, не блокируют? Нет, положительно. Положительно. Даже в той же борьбе Хапсагай мы на самом деле всегда делаем программу таким образом, чтобы в борьбе Хапсагай, допустим, могли принять участие там вольники, допустим, да, или дзюдоисты, или самбисты, то есть она идет после. И здесь как бы тоже вот там борец из Ирана занял 3-е место по Хапсагаю, допустим. Он был безмерно рад, хотя он вообще там приехал на кураж, что ли, у него еще соревнований основных своих не было. И там он, кстати, серебро взял тоже. Вот. А те же узбеки, допустим, мы им разрешили заявиться, допустим, они выступали и в Хапсагае. Это же делается для того, чтобы популяризировать наш вид борьбы, потому что у каждой народности есть своя борьба, но многие отмечают, и после этого очень там, разговаривали с теми же узбеками, допустим, да, они говорят, что ну, очень хороший вид спорта, как бы, и там в тренировках можно будет. Единственное, говорит, мы классиков включили, говорит, надо было вольников включить, как бы они потом уже поняли. Но это вот именно знакомство детей и специалистов с нашим национальным видом борьбы. То, что касается масс-рестлинга, он сегодня идет совершенно другое как бы, восприятие, потому что это уникальный и индивидуальный вид спорта. Если, допустим, я еще раз повторю, что в каждом народе есть борьба, то масс-рестлинг он один, допустим. Да? Соответственно, другой вопрос, в
в части привлечения стран, потому что он тоже как бы туда не посадишь там просто вот с колес там не посадишь борца там или легкоатлета, да, который будет тянуть, ну, там, ну, совершенно другая подготовка. Вот. Поэтому в этой части, как бы, конечно, хотелось бы, чтобы большее развитие было детского масс-рестлинга на международном пространстве. Ну, масс-рестлинг, в принципе, культивация его, начиная с Америки, заканчивая Европой, даже несмотря, скажем так, на определенную политическую ситуацию, он двигается семимильными буквально шагами, и я более чем уверен, что и детский масс-рестлинг, это, скажем так, внесет свою лепту в деле популяризации вида спорта как такового, вида спорта большое будущее. У нас Кузбасс. Это, получается, Сахалин, Якутия, Приморье и Кузбасс. 4-й регион России, где будут проходить игры «Дети Азии». Давайте по подготовку к Кузбассу. Ну, подготовка Кузбасса, она как бы уже была определена пораньше, так Это скажем. горнолыжная столица России. Ну да, практически. да, ну не практически. Сегодня у них сегодня позиционируется так. Ну, в пандемийный год даже 2 миллиона посещений Шерегеша за год. Это, я думаю, высокая такая большая оценка. Уступили только Красной Поляне. А подготовка идет полным ходом. Здесь тоже, скажем так, мы легких путей не ищем. Новый вызов для нас, для всех, потому что игры впервые пройдут в 4 городах, и они не рядом стоящие. Вот, но та мощная как бы поддержка руководства региона, да, и оргкомитетом руководит и губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев. Вот. Заявлены такие очень высокий уровень проведения. Вот. Допустим, между Кемерово и Таштаголом, где у нас пройдут соревнования, там порядка 500 километров. Ну, но будет сегодня планируется и там уже оговорено с РЖД, будет запущен отдельный состав для участников, брендированный поезд, поэтому в этой части как бы, ну, для того, чтобы обеспечить безопасность перевозки спортсменов, потому что у нас главный город это Кемерово, где будет создана деревня спортсменов на базе Политехнического института. Сегодня большая реконструкция этого общежития идет. Емкость 1700 человек. Вот, то есть к открытию игр все команды заезжают в Кемерово. Всем командам предоставляется место размещения. Если, допустим, даже те же фигуристы, допустим, про которых мы разговаривали, выезжают потом на соревнования в Новокузнецк, этот номер за ними остается, они могут оставить свои вещи и так далее, выехать в Новокузнецк, отсоревноваться, могут остаться болеть за хоккеистов, а могут обратно вернуться в Кемерово. Или же поехать в Шерегеш, там тоже у них будет место для размещения. То есть это, я думаю, вот именно в ознакомлении с регионом это прям хорошая такая будет возможность для спортсменов, для детей, для тренеров. Вот виды спорта у нас... Фигуристы перейдут в сноуборд, да? Ну, возможно. По крайней мере, познакомиться с этим видом спорта, потому что у нас в Таштагольском районе у нас 2 дисциплины сноуборда, и они на 2 разных склонах. То есть, если у нас акробатические дисциплины Big Air и Slopestyle будут на Шерегеше самом, и там же у нас соревнования будут по зимнему волейболу, впервые демонстрационный вид спорта. И уже вот, так скажем, слалом гигант и фристайл будут у нас в Таштаголе самом, вот на базе губернского центра сноуборда и горных лыж. Вот, поэтому ну, я думаю, что вот очень интересные будут. То есть и распределение видов спорта были таким образом, чтобы не обделить эту или иную территорию и повысить интерес. Вот, допустим, в Междуреченск у нас тоже горные лыжи и прыжки на лыжах с трамплина. Новокузнецк самые, я думаю, так, ну, интересные, скажем, да, популярные, не интересные, а все виды спорта интересны. Они популярные виды спорта — хоккей и фигурное катание. Все-таки это, скажем так, одна из столиц хоккея в России, тоже город Новокузнецк. Вот. Кемерово уже примет с шикарной базой, которая сегодняшний день у них имеется, новая. Это шорт-трек. И впервые у нас будет классический конькобежный спорт вот, по большому кругу.
Керлинг впервые у нас в программе. Поэтому соревнования предстоят интересные. И здесь я думаю, что будет хорошая конкуренция, ну и будет на что посмотреть. Поэтому я всех приглашаю приехать в Кузбасс, поболеть, во-первых, за наших спортсменов из республики. В то же время можно и самим активно отдохнуть. Кто не умеет кататься на горных лыжах или сноуборде, научиться этому, потому что в Кемерово практически в каждом городе есть свои склоны, где можно покататься. Да ладно, коммерческий ресурс, то есть Кузбасса позволит, скажем, огромной армии болельщиков, родителей. Вот представьте сами, да, то есть юный сноубордист, родители тоже сноубордисты, они приедут, это уже 3 места, допустим, на склонах, да? Ну да, это... Ну, нет, это же хорошо. это хорошо, Вовлечение, но надо это- сказать, что в Шерегеш мы берем только один склон, сектор Е, все остальные будут- все остальные будут открыты полностью для посещения туристами, поэтому я думаю, что это самое, если особенно там родители тоже сноубордисты, то я думаю, это для них просто мечта приехать поболеть за ребенка и тут же самим покататься, потому что... На лучших склонах России. Ну да, Шерегеш на самом деле, вот, я сам не пробовал, ну, именно по такой схеме, как бы, да, но кататься катался, очень шикарные склоны, трассы. Вот, там, то есть, как мне говорили, если есть желание, можно приехать с утра и кататься до позднего вечера и ни разу не повторить ни одну трассу. Поэтому здесь, я думаю, только... Власти Кузбасса, они в тесном контакте, ну, получается, что, несмотря на комитет международный, да, но все равно якутское звучание есть в комитете. Да? С Якутией, то есть через комитет, через параллельно свои контакты, они в полном контакте находятся. Нет, ну... У нас же уникальный опыт проведения. Ну да. Нет, ну у нас, скажем так, наитеснейшие, наверное, взаимоотношения с оргкомитетом, именно у международного комитета. Все любые документы, любые движения, какие-то нововведения, они согласовываются с нами. Вот. Периодически у нас выезды инспекционные по разным направлениям, там, начиная от международных отношений, волонтерской службы, заканчивая там, спортивными менеджерами и так далее, безопасности, аккредитации и так далее. Вот наши сотрудники выезжают, инспектируют, проговаривают по каждому моменту. Поэтому вот сейчас у нас в начале сентября тоже будет очередная инспекция, выезд. Вот, поэтому любые там, изменения в планы, они всегда, скажем так, согласовываются, обсуждаются. Самое главное, что у нас есть конструктивный диалог и есть понимание и у оргкомитета, потому что Кузбасс сегодня задали планку, одну из, скажем так, наверное, высочайшую планку в подготовке, и они на сегодняшний день настолько натренировались, потому что последние годы Кузбасс занял такую прочную позицию одного из самых спортивных регионов. Потому что в 2020 году пандемийном они провели, и в 2021 провели 7 чемпионатов России по разным видам спорта. Вот, должны были пройти там и матчи чемпионата мира по волейболу, вот, к сожалению, отменилось. В этом году у них состоится в конце сентября форум «Россия спортивная держава», 10-й юбилейный. Вот, то есть регион живет спортом, и то количество ввода спортивного сооружений, оно на сегодняшний день на самом деле поражает. И их масштабы, конечно, это зависит от команды. Вот сегодня во главе там, руководства региона, оно нацелено именно на развитие, привлечение молодежи, в первую очередь, к занятиям спортом. А взаимодействие, конечно, у нас учредитель республика в лице главы республики Арсения Сергеевича Николаева, Олимпийский комитет России, Олимпийский совет Азии, они полностью нас поддерживают. Мы в постоянном тоже диалоге. И в этой части надо сказать, что и к республике тоже большое такое уважительное отношение и со стороны оргкомитета. Скажем так, губернатор подчеркивает, что он приехал в субъект из Якутии с Нерюнгри. Вот, поэтому здесь, я думаю, что в этом плане полная такая, не сказать идиллия, но хорошее взаимопонимание, хорошая рабочая
атмосфера и диалог. Спасибо огромное, Владимир. Я подчеркну в завершении нашего разговора, что отрадно, что вернее, в том органе надгосударственном, да, Международный комитет подготовки игр «Дети Азии», это же надгосударственный орган, который призван на сохранение концепции, философии и принципов проведения игр. Да. Сидит наш человек, наш якутянин, один из нас, Владимир Максимов, он полностью, скажем так, якутский, наш человек. И я понимаю, что не по адресу, и мои вопросы были по оценке выступления команды и так далее. То, что произошло, произошло. Даже участие, еще раз говорю, в такое сложное время, в таком большом спортивном форуме чести для команды Якутии. И игры возвращаются в Якутск, об этом мы включаем вот здесь в суеверие, да, и просто молчим. Просто подготовка будет наимощнейшая. Я думаю, что после Кузбасса, после того высочайшего уровня, на котором проведет Кузбасс зимние игры, ну, скажем, немножко видоизменится и требования к проведению и летних игр. Да. То есть все динамично, все перетекает, все меняется на ходу. И просто давайте мы сожмем кулачки, скрестим пальчики за то, чтобы Якутск следующие летние международные игры «Дети Азии» провел на высочайшем уровне. Сегодня у нас в гостях был Владимир Максимов, президент Международного комитета игр «Дети Азии». Мы увидимся ровно через неделю.